Сразу два наезда на детей за один день. В одном случае ДТП с летальным исходом. Утро в Якутске началось с трагедии. Сегодня в 8:30 около детского сада «Ладушка» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого под колесами автомобиля погиб 7-летний мальчик. Рано утром ребенок вместе с матерью направлялся в садик. Увидев своих сверстников, мальчик побежал в их сторону. Как раз в этот момент из двора дома 27/1 по Октябрьской выезжал УАЗ-микроавтобус. Мальчик угодил прямо под колеса машины. Водитель смог затормозить только после удара. Здесь я ехал, получается, передним колесом. Он выбежал, за руку держался. Отсюда, забор высокий. Мальчик где-то прикольный. У меня машина, считайте, на уровне. В это время мать сзади, наверное, была, но я не видел, товарищ капитан. Передним колесом, получается, проехал. Она закричала, я остановился. И там уже поздно, Но несмотря ни на что, ребенок от полученных травм скончался в карете скорой помощи. Со слов госинспекторов, водитель был трезв. Стаж вождения составляет 3 года. К административной ответственности ранее не привлекался. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264, часть 3 Уголовного кодекса за нарушением лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшей по неосторожности смерть человека. Также стоит добавить, что на месте происшествия отсутствуют либо крайне незаметно расположены какие-либо предупреждающие знаки о детях или о жилой зоне. Несчастный случай произошел практически у ворот детского сада. Водители, которые там ездят, да, они должны понимать, что там в любой момент может выскочить ребенок. И я считаю, что сейчас все должны задуматься, я не знаю, как это будет, задуматься, что хотя бы на проезжей части будьте, пожалуйста, водители внимательнее, чтобы совесть проснулась. Сейчас я не знаю, что будет. Второй случай произошел на перекрестке Пояркова-Кирова. 9-летний школьник переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда его сбила автоледи на Тойоте Карина. То есть вы знаете, что Да, я знаю, наверное, виновата была. Я просто еще не заметила, понимаете, у него самой шок. Я сама мать, я понимаю, как это дети, когда К счастью, удар пришелся по касательной, и мальчик не получил серьезных повреждений, но медики все равно госпитализировали его. Водителя, кстати, за рулем она всего месяц, лишили прав за оставление места ДТП и присудили штраф в размере 1500 рублей. С начала года произошло уже 22 ДТП с участием несовершеннолетних. Госавтоинспекция информирует, автомобили являются источником повышенной опасности. Особенностью жилой зоны является то, что в любой момент из-за угла на проезжую часть могут выскочить дети. Поэтому при движении в жилых зонах и дворовых территориях следует соблюдать предельную осторожность. Виталий Абрамов при содействии пресс-службы ГИБДД, НВК Саха, Якутск.